Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Всех приветствую. Так, давайте сразу уточним, как у нас дела со звуком и с картинкой. Все ли у нас хорошо? Так. Всем ассаламу алейкум. Лон Вольф говорит ассаламу алейкум. Ясир чеченец. Ва алейкум салам, Ясир. Чинхо на месте. Ассаламу алейкум. Хауми телефон чаусра. Ва алейкум салам. 10. Ну все, отлично тогда. Начнем с Божьей помощью. Так, давайте приветствие. Ассаламу алейкум, раматуллай, Ламберг. Николай Панченко. Здравствуйте, Аслам. Здравствуйте, Николай. Ламберг, нен хо маршуо илоша. Маршал хил. Нен ваш бог. Саорку захсун. Потом он что-то с ним случилось. Резко он изменился. Александр Вайт, приветствую сам. Привет, Александр. Файтер Израиля. Всем салам. Шалом, файтер Израиля. Так. Напоминаем сразу же. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Ичкерия лайф. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Несущий мир. Ассаламу алейкум. Машуо Илош. Алейкум салам, несущий мир. Ламберг, Санено, Чинову. Ясно. Это не ко мне, значит. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Александр Ковальчук. Приветствую вас. Так, все пройдет это тоже с ником. Ассаламу алейкум, маршал Духовик, Ингушетир, ваш ассаламу алейкум, салам. Мадери, салам, маршал, хуй, массу. Yok Ингушетии. Yok помяцали все равно. Дух маршал, дух массерга. Эд Мамедов. Ичкерия лайв, подписывайтесь, ставьте лайки, говорит. Так, Эд Мамедов, салам, Аслан, классная футболка у тебя. Салам, братка, как ты? Спасибо. Футболка такая, да, футбольная сборная, по-моему, это немецкая была в каком-то году. Ну, не очень давно. Так, Мухаммад, технологи инновацион. Давно тебя не было, Мухаммад. Алейкум салам, ассаламу алейкум. Так, как найти вопрос? Асан, что скажешь насчет WhatsApp новостей? Типа после 1 июля не включайте электроприборы. Типа мужики умрут за сутки. Ну, твои скобки в виде улыбки уже сами за себя говорят. Но так же и относимся. Это все нагнетание сейчас, нагнетание просто идет. Так, Адам Грузинский, Ваша, сделал небольшое напоминание между эфирами, что жители Чечни и РФ смогут смотреть запись твоего прямого эфира на канале Адам Грузинский, поскольку вещание твоего канала заблокировали по РФ. Адам, давай поговорим на эту тему. Обязательно после эфира, после стрима поговорим на эту тему. Так, Аслан Нохчу, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Аслан. Леон Вольф. Аслан, как обстоят дела с тем чекистским убийцей, который подло убил Зелимхана Ангашвили? Ну, как мы знаем, Германия признала это преступление политически мотивированным, то есть организованное государством и признала его террористическим актом. Он сейчас сидит. Ждем суда. Я так думаю, суд будет открытый, потому что дело резонансное. Скорее всего, суд будет открытым. Ну и тогда только все узнаем. Пока сидит этот Вадим Красиков. Вадим Красиков сидит. Так. Ассаламу алейкум, говорит Адам Махаури. Вараматуллаху баракату. Алейкум салам, Адам Ашволь. Слава, Аслану и всем хлопцам привет с Украины. Витаю, Слава. Так.
Маждада Ибн, ассаламу алейкум, my question, легендарная сборная. Ну да, брат подарил. Марат, немцы корейцам по футболу проиграли 0-2. Да-да, я помню, это фейк. Они там, ну это видите, то же самое в России происходит. Тоже они эти фейки лепят, они там победили этих, победили тех. А на самом деле все это бред. Так, Ичкерия Лайв, подписывайтесь на реалити, ставьте лайки. Так, Чеченборд, ассаламу алейкум. Скажи пару слов про выборы Конституции. Ну, про вот эти, наверное, про внесение поправки. Ну, я об этом раньше говорил, и сейчас уже выборы эти начались, да, ну, голосование началось. По закону, вообще, по изменению Конституции, даже референдум запрещен. Ну, они делают этот референдум. Причем они его сейчас называют плебисцидом, чтобы как бы не нарушать закон. Ну, как бы это опрос жителей получается, да. Конечно, это изменение конституционного строя. Я об этом говорил несколько лет уже. Говорил я об этом, что они будут менять статью 15, что Россия не подчиняется международному праву, что вот она выходит из этих договоров. Об этом они говорили давно. Есть такой Федоров, депутат Евгений Федоров, ну, такой матерый такой русист, фашист, доверенное лицо Путина, и они вот эту свою идею проводили в жизнь. И об этом они давно говорили. Это конституционный переворот. Путин нарушил все статьи Конституции Российской Федерации, все статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь он совершает еще одно тягчайшее преступление. Это изменение конституционного строя. Это очень тяжкое преступление, которое там до 15 или до 20 лет там светит. Но что по этому поводу еще можно сказать? Ни в коем случае нельзя принимать участие вот в этих поправках. Особенно это касается жителей временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Всячески мы должны дистанцироваться. Конечно, это не сильно повлияет или никак не повлияет на то, что произойдет. Путин изменит Конституцию, он останется и будет править, пока к нему не прилетит американский или турецкий дрон. Ну или умрет своей смертью, да. До этих пор он будет. Ну, это уничтожение России. Хорошо это, ну, они как считают, например, если уничтожается вот эта сегодняшняя Россия, то я исхожу из того, что нас коснется, да, что меня волнует. Меня волнует то, что они смогут сказать, что договор, подписанный между Ельциным и Масхадовым, договор о мире и принципах взаимоотношений между президентами двух стран, он как бы нивелируется, он аннулируется, да, потому что это подписывали два разных, это подписывали государства, которых уже не существует. Как бы Ичкерии не существует, потому что они ее оккупировали, они говорят, и вот этой Российской Федерации не существует, потому что вот сейчас народ проголосовал, это уже другая страна, и мы уже там, Чеченская Республика Ичкерия на законных основаниях уже является частью России. Ну, в таком случае тогда и, ну, это не так говорят, да, ну, конечно, это все бред, это все ерунда полная. Договор о мире подписанный, он как бы России подписан, да, но до этого мы не были частью России, никогда и не являлись Российской Федерацией, тем более добровольно никогда не входили даже в Советский Союз, ни в Советский Союз, ни в имперскую Россию. Ну, в принципе, тогда им придется аннулировать все остальные договора, тот же референдум, который они в 2003 году как бы провели, да, и тоже он аннулируется. Ну, короче говоря, будет много потрясений. Главное, что будет после того, как
будет уже изменена Конституция, новый строй будет, главный станет Госсовет, главным органом в России станет Госсовет. Это такое типа политбюро в Советском Союзе, то, что было. И вот они будут жить. Умрет Путин, станет Патрушев. Умрет Патрушев, станет там Иванов. Умрет Иванов, там станет другой. Помните, там Черненко, Хрущев, там туда-сюда и так далее. Ну, по факту, всем этим заправлял, конечно, Андропов тогда. Ну и Путин такой в роли Андропова. Он там на Гитлера там претендует, там на Сталина там и так далее, и так далее. Ну, больше всего, как Новодворская о нем сказала, он больше всего похож на Андропова, директора, председателя КГБ того периода. Ну, идет целенаправленное, методичное уничтожение России. Рано или поздно, когда санкции будут, когда все это уже задушит их, когда эти своей смертью вымрут, что бы там, как бы, если никаких больше изменений не произойдет, рано или поздно вот этот строй, он перестанет существовать. И России придется вернуться к вот этой Конституции 93-го года своей и как бы начать там заново все это делать. Ну, не знаю. Россия должна перестать существовать в тех размерах, в которых она существует. До тех пор она не будет соблюдать ни международное право, ни какие общечеловеческие какие-либо правила. Короче говоря, интересные моменты ждут. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока Путин в бункере, там иногда выскакивает быстренько, там отметится и быстро в бункер. Ну, как этот, сурикат. Так, поэтому тотальный, стопроцентный игнор вот этих голосований, этого плебисцита, ну, а по возможности сделать все там, чтобы никто, вообще не работали эти, да, там. Ну, говорить такое русским бесполезно, да, они все равно ничего не сделают, будут медленно на кухне, выпивая там очередную бутылку водки, ругать Путина и медленно подыхать. Вот так вот. Так, давайте дальше. Так, здравствуйте, рязанский сахар. Так, это к рязанскому сахару. Так, Яна из Магадана. Аслан, на Западе ни Америка, тем более сейчас не Дарашки. У них там сейчас своя война с андренохромщиками. Но ты не останавливай свою деятельность, на тебя большие надежды. Нет, я свою деятельность не остановлю, но я не понял, с кем там вот эта борьба идет. Я думаю, да, конечно, у Америки свои вот этот коронавирус, свои проблемы, масса своих проблем, конечно, как у всех. И нам кажется, почему-то нам не помогает Америка, почему нам все не помогают там и так далее. Но мы сами должны все делать. Никто за нас ничего делать не будет. Ни украинцы, ни русские, россияне имеется в виду, ни чеченцы, там, никто за нас ничего делать не будет. Мы все должны делать сами. Представление у нас есть, как это делать, мы знаем, мы представляем и имеем четкое понятие всего этого. Ну, надо просто принимать решения и делать. Я вот слушал не полностью интервью Саакашвили с Гордоном. Мне говорили, там Путина боятся, там и так далее, и так далее. Но я почему-то думал, ну как может мужчина бояться такого же мужчины? Ну вот ты с ним за столом сидишь, ну, встретились там и так далее. Так вот он рассказывает, что Саркози, по-моему, о Саркози речь шла. Путин схватил там за шкирку, там его там испугал очень сильно, он очень сильно испугался. Как, ну, я просто удивляюсь, вот эти люди правят нами, да, вот эти люди представляют там нас, там другие страны, ядерные державы в конце концов представляют.
Это вот невероятно. Ну, видимо, Путин понимает, с кем он досье собирает на каждого, там, да, служба предоставляет, с кем можно говорить так, с кем нельзя. Наверное, так. А, Боятся, все боятся. Возьмем ту же Украину. Украина за 6 лет, уже 7-й год пошел, много чего не сделала. Да, народ сделал, да, патриоты сделали. А что сделала, в принципе, власть Украины? Мало что сделала. Да? Например, я большие надежды возлагал на Зеленского. И до сих пор я питаю надежду, что Зеленский сейчас что-то изменит, там что-то сейчас сделает. Но ничего не происходит. Ничего. Никакой реакции на какие-нибудь заявления России, на какие-то действия России не видно. Да? Зеленский хотел остановить войну, ну, кто не хотел? Самого такого ярого патриота Украины возьмите, спросите, хочешь войну? Конечно, он не хочет войну. Он сидит в окопе, да, он этого не боится, ему это не в тягость. Ну, нормальный человек, ни один нормальный человек войны хотеть не может. Особенно, если он ее увидел. Да когда ты еще не видел ее, тебе это кажется. В войне нет ничего хорошего. Начиная от запахов, осязания, обоняния, да, запах. Все, что ты видишь, это все ужасно. На войне это, ну, ни один нормальный человек не может хотеть войны. И вот Зеленский хотел закончить войну. С кем? С кем? Это с Путиным не закончишь войну. Должны сами мы все делать. Абсолютно все сами. Вот сейчас Сайдамин, я, кстати, выложу реквизиты. Сайдамин собирается открыть там дом права, дворец права, там, я не знаю, в Страсбурге. Очень хорошая идея, очень необходимая идея. Если мы государство, нам это будет нужно. Если мы народ, государство. Так, у меня опять зависло в другом месте. Так, пойдемте дальше. Так, Эдмомедов, у меня есть колик по поводу этой конституции. Мне просто неудобно тебе отправлять. Если дети видеть не будут, я отправлю ролик, да? Да, отправляй, конечно, да. Конечно, моим телефоном пользуются все подряд, ну, я уже понял, присылай. Так, несущий мир. Аслан, если твой канал отключили, значит ты им больно на шею наступил. Да, несущий мир. Кстати, я видел ваше обсуждение, сейчас ты с кем-то обсуждал тут, что ты можешь смотреть. Напиши, пожалуйста, как ты можешь, если ты в Чечне находишься, как ты можешь смотреть. Тут есть еще одна такая фишка, да, если надо уточнить эти моменты. Если же, например, я вам отсылаю ссылку, можете ли вы смотреть? Например, да, я вот дал ссылку на канал, там, доступ по ссылке, как сейчас Адам Грузинский говорил, да, можно просто вот через кого-то делать. У меня также есть канал Ичкерия Live, нет, не Ичкерия Live, Reality Live. Там тоже набрать надо подписчиков и начать тоже вещать на ней. Ну, продолжать мы, конечно, будем, останавливаться мы не будем. Просто как эта система работает, хотелось бы понять. Также я вижу, что вот чеченский след, Рязанский сахар, его канал сейчас атакуется. Ну, потому что вот он тоже вот, бьет вот, по нерву. Им это очень мешает. А кого не мешает, вот, например, посмотрите, например, там Навального, да, вот у него 1 миллион подписей, он такая угроза для Путина, там, ля-ля тополя. И ничего, он вещает, у него миллионы подписчиков, 1 миллион там с чем-то подписчиков, и нормально. Смотрите, как они могут при желании, как они могут закрыть любой канал. Вот и делайте выводы. Вот кого мы видим, являются ли они независимыми, там, свободными там, какими-нибудь блогерами. Так, Маждада Ибн.
Танки и самолеты уйдут в прошлое, на их место пришли дроны. В США разрабатывают дрон-носитель ядерного оружия. Ну, в принципе, Мальдат, он уже, в принципе, существует, этот дрон. На тот же дрон вешай эту ядерную бомбу и все, поехали. Так, давайте я чуть перемотаю то, что вы говорите. Так. Висим. А, нет, это уже было. Файтер Израиль. Для просмотра забаненных каналов пользуйтесь VPN. Да, Файтер, это правильно, то, что ты говоришь. Но не все. Меня смотрят взрослые люди, да, например. Не все умеют пользоваться вот этим VPN. Для многих это вообще дремучий лес. Это очень сложно. Молодежь, да, молодежь-то она может как-то что-то сделать. Ну, я подумаю, как это можно будет сделать. Надо будет просто... Надо сейчас узнать, если по ссылке вот этот несущий мир мне сказал бы, канал с таким же названием заблокирован здесь. Адам чего-то намудрил, за что я ему благодарен. Несущий мир тогда. Канал сам заблокирован. Но сами ролики, они есть в Ютубе, да, оно во всем мире у меня есть. Просто на территории России они заблокировали канал. Если я вам отсылаю, например, WhatsApp отсылаю, или же в Ютубе, например, Адам Грузинский берет у себя, выкладывает, да, как вы видели в сообщество, я там фотографии, тексты иногда выкладываю. Вот туда или куда-нибудь, если Адам выкладывает это, то вы можете нажать и тогда увидеть этот канал. Вот фишка. Вот я хотел до этого докопаться. Об этом как раз Адам тебя и спрашивал, несущий мир. Как ты нашел вот этот сегодняшний стрим? Нашел по ссылке, которую тебе Адам дал? Или ты как-то сам нашел? А многие просто увидели и потеряли. Более того, они там пишут, если вы хотите отписаться, да, канал заблокирован, там пишется. Я точно не знаю, что там пишется, но и канал заблокирован, и типа, можете, если хотите, можете отписаться. Но отписок у меня как бы не особо много, просто стабильно то, что они меня атакуют, постоянно у меня списывают. Если вы видели, у меня 27 тысяч, вот сейчас остановилось 26 900 с чем-то и 27. Вот они 27 добавляют, они меня опять сбивают до 26 там и 9. И вот постоянно этот процесс идет. Я им писал, жаловался, буду еще писать. На время останавливается вот эта атака, ну и дальше продолжается. Но мы понимаем, что им не нравится, что им болезненно. И это, ну, мы и так знали, в принципе, да, поэтому мы обсуждаем вот те же взрывы домов, другие темы обсуждаем. Ну, будем продолжать, что делать, что делать. Не может же ложь быть просто абсолютно без рамок, бесконтрольно вот так распространяться. Будем всячески препятствовать этим гадам. Лона Вольф, Асан, среди твоих знакомых немцев есть левацкие настроения, типа коммунистов, социалистов, анархистов и прочие марксисты заразы? Как в целом обществе Германии поддерживает такие взгляды? У меня среди немцев нет таких с такими взглядами людей, и в принципе я не могу сказать, если честно. Я больше нахожусь в русском информационном поле, и поэтому не могу сказать. Адам Махаури, Аслан, кого-то знаю я. Нет, я не знаю этого человека, и я прошу не спрашивать никого. Мы, как бы, конечно, мы в спокойной, нормальной обстановке находимся, но надо понимать, что в любой момент у людей могут быть проблемы. Поэтому давайте не будем, кто кого знает, кто откуда родом, спрашивать. Маждада Ибн, я посмотрел бы, сколько продержался бы кто-нибудь другой вместо Навального. Да, конечно, я занимался уголовными делами, я непосредственно находился в
событиях вот в этих, да, не где-то как-то. Вот мне сейчас некоторые люди говорят, там, сталкиваются, говорили, да, сталкиваются с российским судом, там, с российской системой вот этой правоохранительной, там, с ФСБ, говорят, да это не государство, да здесь нет никакой системы, там, и так далее, и так далее. А я улыбаюсь, я-то знаю все это прекрасно, это лицемерие, это нарушение всех мыслимых и немыслимых норм, там, коррупция, ну, это все просто симулятор, да, все искусство, как тот же Навальный, судебная система, там, правоохранительная, все это со времен Сталина, и это так симулятор, это имитация того, что там происходит. Поэтому я знаю, что говорит Навальный, там, обзывает, там, где-то там еще что делать. Этот человек не прожил бы 48 часов. 48 часов человек не прожил бы. Если бы он не был бы там частью вот этой большой программы. И если кто-то там что-то на Путина сказал, да, там еще на кого-то сказал, это еще ни о чем не говорит. Это абсолютно ни о чем не говорит. Это специально делается. Они уже на другом уровне. Да, это не такая какая-то там примитивная ложь, там, обман. Это чисто дьявольские ложь. Это масштаб просто колоссален. И самое главное, чего я боюсь, что другим это понравится, другим странам, да, вот той же там Америки, той же Германии, хотя раньше им не нравилось, и я надеюсь, не понравится. Конечно, все манипулируют, у кого есть средства массовой информации, так или иначе манипулируют, там, так или иначе идется пропаганда. Но то, что делают русские, это просто, это не просто стыд, это ну, просто стыд в квадрате, в кубе, там, стократном кубе. Так, Александр Вайт, подвальному веры нет. Бункерный. Бункерный. Так. Так. Так, давайте тогда сейчас, перед тем, как обсуждать другие темы, много вопросов мы задаем, будем общаться. Я бы хотел бы вернуться к моей постоянной рубрике «Взрывы домов в 99 году». Как мы знаем, да, многие из вас уже это уже знают, но я еще раз вам напомню и расскажу про новое лицо, про которое я сам был в какой-то степени неведении. И его зовут Владимир Рушайло. И мы сегодня вот посвятим 20 минут сейчас нашего времени, посвятим вот взрывам домов в 99 году. Как мы знаем, взрывом к этим террористическим актам против своих женщин и детей Путин и его банда готовились заблаговременно. Да, это начиналось намного раньше. В какой-то степени мне казалось, что да, это Путин с Патрушевым это все сделали. И как-то Дэвид Саттер сказал, что, знаете такого, да, американский писатель, журналист, расследователь, он сказал, что Ельцин был в курсе, что при Ельцине это все организовывалось. И это подтверждается. Обязательно я приглашу к себе сюда Дэвида Саттера, и мы с ним это тоже обсудим. Заранее готовилось это все. Так вот, когда эти взрывы подготавливались, 21 мая указом президента 21 мая 1999 года, это Ельцин тогда еще, Рушайло был назначен министром внутренних дел Российской Федерации, а постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 1999 года был включен в состав президиума правительства Российской Федерации и в июне 1999 года стал членом Совета Безопасности Российской Федерации. Еще мы вернемся к Рушайло, но хочу напомнить ситуацию, как все это развивалось.
подготавливается, уже в мае назначается министр внутренних дел Рушайло. Это тот самый министр, чьи подчиненные задержали в Рязани 2 сотрудников ФСБ. И Рушайло доложил, потому что его задержали, да, по цепочке вверх пришло, Рушайло получил информацию, что задержан, и он сообщил, в том числе Патрушеву, что вот нами задержан, предотвращен террористический акт. Потому что экспресс-анализ сразу же показал, что там был гексоген, детонатор, ну все как положено. До этого произошло 4 взрыва. 1 в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. Дома в Москве взрываются, мирные люди, женщины, дети, старики убиваются. И поэтому все в Рязани, абсолютно все убеждены, что это террористический акт на тот период времени. И сейчас, наверное, ну тогда вот ищут, еще не задержаны, тогда 2, если исходить из этого, находят мешки, 3 мешка, сложены крест-накрест, фото, видео, всего этого имеется. И надрез на мешках, и лежит детонатор. Обычно Casio, вот эти часы, которые поставлены на 4 с чем-то там, утра. Вот они достают эти. 100% все уверены, что ловим чеченцев. 100% чеченцев или кто связан с чеченцами, да, непосредственно их ловят. Достают мешки, сразу экспертиза, ну представьте, что будет делать начальник местного там, Рязанского ОВД, если вот такое дело. Тут он уже мечтает, что у него сейчас генеральские погоны, сейчас он 100% сейчас он идет на повышение в Москву там, и так далее, и так далее. И проводится тщательно все, проверка проводится досконально, все как положено. Сразу же экспресс-анализ подтверждает, что это взрывчатое вещество, гексоген и так далее, и так далее. Потом задерживают 2 лиц. 2 человек, они говорят по телефону, и прослушивающая телефонистка сразу заподозрила, он говорит, дама ушла троллейбусом, видимо поездом, имеется в виду, или электричкой уехала из Рязани. 2 мужчин остались там, и они собирались покинуть Рязань и выехать. Они звонили на конспиративную квартиру ФСБ в Москве. Ну, тогда еще неизвестно. Она слышит, телефонистка, вот этот разговор, все прослушивается, идет четкое отслеживание. Сразу идет задержание этих людей, эту квартиру окружают, берут этих людей в плен, они оказываются ФСБшниками. И Рушайло, Владимир Рушайло докладывает. Так и так, нами проведена успешная операция, нами задержаны 2 террориста, там, 2 подозреваемых там, в терроризме и так далее. И в этот момент выбегает Патрушев и заявляет, что это был не сахар, не совсем чисто сработали, это был не взрыв, там, ну бред, короче, несет, обычно отмазывается. Вот такая вот ситуация происходит. Что должен сделать министр внутренних дел? Да? Министр внутренних дел это такой же весомый человек, да, ну, как и директор ФСБ. Да, ну, ФСБ в России, конечно, она главнее, но по идее, да, это такой же человек, силовик, генерал, который должен там стоять на страже закона, на что он присягал. Но присягал, видимо, Владимир Рушайло ФСБ, ну, КГБ и так далее. Так вот, Владимир Рушайло был награжден секретным указом звездой Героя России. Русские, за то, что ваших женщин, детей и стариков взорвал Владимир Рушайло, он был награжден звездой Героя. Давайте посмотрим, как это происходило. Затем, после этого, Рушайло, ну вот тут пишется, что в 1999 году был включен в состав президиума, а 21 мая 1999 года назначен министром внутренних дел России. То есть перед тем, как провести операцию по взрывам домов в Москве, в России,
был поставлен, зная, что расследовать взрывы домов будет МВД, министром внутренних дел назначается Рушайло. Вот какая идет подготовка. Министром МЧС, который занимается сокрытием, да, зачисткой всей этого места после того, как произошли взрывы, назначается сегодняшний министр обороны нападения Российской Федерации Шойгу. Так вот, смотрите, что здесь мы видим. Вот это официальное, это лживая, 90% правда и 10-20%, там 80-90% правда, 20-10% ложь. Просто наглая ложь на этой Википедии. Так вот, смотрите, ну здесь особенно что касается Чечни, там, Украины, Грузии, вот этих местах. Они все делают тянут на свою сторону. При всем при этом, как бы это международный сайт Википедия, и он должен был быть бы как бы объективным и так далее. Ну, я не знаю, почему это терпится. Ну, давайте не будем об этом. Короче говоря, с августа 1999 года Владимир Рушайло участвовал в руководстве боевыми операциями федеральных войск и против вооруженных бандформирований на территории Дагестана и Чечни. Возникает вопрос. В 1999 году в августе взрывы домов происходят только в сентябре. Как на территории Чечни Владимир Рушайло ведет боевые действия? Вопрос. Объяснение, конечно, этому есть. Как вы видели, наверное, этот ролик, где Басаев рассказывает, да и другие наши командиры и руководители страны рассказывают, что они задерживали людей, у которых там проходил воинскую службу там, в 98 году, в 99 году на территории Чеченской Республики Ичкерия. У него там в военном билете это записано, да, там, у убитого, у пленного и так далее. Поэтому мы знаем, как это все делалось. Но они-то не говорят, что вот там войну они начали там 22-24 сентября, сразу после того, как в Рязани были задержаны ФСБшники. На второй день они начали бомбить уже окрестности и сам город Джохар. Так вот, смотрите, далее. Закрытым указом президента Российской Федерации от 27 октября 1990 года за мужество и героизм, проявлены при выполнении специального задания, генерал-полковник Владимиру Борисовичу Рушайло присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда» номер 507. Вот вам, дорогие мои русские, да, вот о чем я вам говорю. Вот вас убивают, ваших женщин, детей, стариков убивают, и за выполнение особо специального задания Рушайло награждается звездой героя. Потом кто-то возмущается, что там Ямадаевым дали там звезду героя, Кадыровым дали звезду героя. Так вот, Кадыровы, Ямадаевы не убили русских, они всегда были на стороне вас. А вот эти, Рушайло, Путин, Шойгу, Зданович, Патрушев, еще много этих фамилий. Эти люди убивали вас и за это получали. Поэтому, когда мне говорят, что Кадыров там получил звезду героя за то, что он в 16 лет там убил первого русского и так далее, это все ерунда. И когда вы говорите, ну как же, вот назначили там человека, который убивал русских, вами всегда правили люди, которые вас убивали. И вы этим гордились, например, тем же Сталиным, которому вы до сих пор поклоняетесь. Вроде бы угрозы нет, ладно, тогда было страшно там и так далее. Сейчас никакой угрозы нет, все равно поклоняетесь Сталину. Далее смотрим. Впервые о присвоении звания Героя Российской Федерации Рушайло заявил журналист и депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин в «Новой газете». Напомню, в 2003 году.
а официальная информация появилась только в 2008 году на сайте Совета Федерации. Из анализа доступной информации некоторые исследователи делают вывод, что указ был подписан президентом Российской Федерации Борисом Ельциным 27 октября 1999 года. Вот мы наблюдаем прямую связь человека, да, вот допустим Ельцин, на тот период времени он является президентом еще. Да, как мы знаем, он на Новый год сделал обращение и там назначил Путина своим преемником. Что в демократической стране, в принципе, это ненормально. Но ладно, демократической страной Россия никогда не была. Так вот, Ельцин, на тот период президент, он видит, что задержаны два сотрудника ФСБ внутренними органами МВД. И вместо того, чтобы отпустили же, да, двух ФСБшников, да, мы уже все, больше этих ФСБшников не видели. Вместо того, чтобы этих ФСБшников, чтобы этого министра внутренних дел посадить за то, что он не продолжил это расследование, да, этих ФСБшников не привлек к уголовной ответственности. Его награждают секретным указом за специальное какое-то там задание, мы знаем какое-то задание, звездой героя. Поздравляю вас, дорогие россияне. Еще раз, русские, мы не хотим с вами жить из-за того, что вот это над вами творят, и вы с этим согласны. Вот, ну, не хотим бы. По отдельности вы каждый нормальный, там, многие из вас нормальные люди. Но как страна, это просто, это терроросия. 21 января 2001 года стал членом оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями на Северном Кавказе. Владимир Борисович Рушайло далеко пошел. Дальше начал творить геноцид. И я абсолютно уверен, что в материалах уголовного дела в Гааге, конечно же, вот этот лысый чувак обязательно будет фигурировать, так как является соучастником геноцида, участником непосредственным геноцида чеченского народа. Указами президента Российской Федерации от 28 марта 2001 года Рушайло был освобожден от должности министра внутренних дел Российской Федерации и назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. О, видите, как дорос. 9 сентября 2002 года Рушайло попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Петропавловск-Камчатский или Елизово. Там погибло 5 человек и так далее. Не знаю, это могло быть специально, могло быть случайно. Также Рушайло является членом Совета попечителей Московского английского клуба. Ну, видимо, с англичанами там мутят. Так, 5 декабря 2007 года депутатами Архангельского областного собрания Рушайло избран членом Совета Федерации от Архангельской области. Из 54 проголосовавших депутатов 42 отдали голос за Рушайло. Посмотрите, Архангельские 42 депутата отдали за человека, который взрывал вас, русские. Дело не в одном Рушайле и в одном Путине. Дело во всей этой власти. Так, постановление Совета Федерации, ну вот он сейчас является там сенатором, там, представителем от Архангельской области, до сих пор, по-моему, он им является. Ну, что еще? Вот тоже интересно, поделиться надо же, надо ему заработать, там, детям, внукам, старость, пенсия и так далее. 22 августа 2008 года был избран президентом Института международного права и экономики имени Грибоедова. 13 мая 2010 года был назначен на должность специального представителя президента Российской Федерации по развитию отношений с Киргизией. Киргизы, держитесь. Так, ну это в 2010 году еще было. А 30 октября 2013 года на должность вице-президента ОАО АК «Транснефть» по безопасности. Вот это и есть его пенсия. Да? Вот тут он уже зарабатывает деньги и имеет свой стабильно $1 миллион, как минимум, в месяц, ну и так далее. 7 февраля 2019 года уволен из «Транснефть» в связи с выходом на пенсию.
6 августа 2014 года указом президента России уволен с военной службы в отставку. Вот этот человек является непосредственным убийцей чеченских женщин и детей, но до этого он убил, конечно же, русских женщин и детей. Вот сейчас посмотрим короткий ролик. Архангельской области Владимир Рушайло и заместитель главы региона по социальным вопросам На побывали сенатора. в районном центре социальной помощи семье и детям Скворушка. Сенатор привез особым детям новые многопрофильные инвалидные коляски, оснащенные специальными приспособлениями для безопасности и комфорта малыша. Еще один подарок – лекотека, современная интерактивная. За то, что тогда убили 307-310 русских в 99 году, а после этого, наверное, еще очень много, он принес 4 кресла. Ну, игровая система для обучения детей с проблемами развития. Таких подопечных у Сгирского центра около 240 человек. Кроме того, здесь оказывает помощь маленьким пациентам из других районов юга области, трудным подросткам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Спасибо большое. Спасибо, солнышко. Спасибо, трогательно. Да, очень трогательно, да. Это, конечно, не тот ребенок, который проживал там в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Те дети уже погибли. Но вот видите, такая ситуация. И тоже очень важно, хотел показать вам один ролик. Этот ролик обязательно, я его скачал. Этот ролик, интервью, это 25 марта 2000 года. Его, конечно, надо весь смотреть. Он час 2 минуты, час 3 минуты почти. Ну, хотелось бы сказать, что вот сейчас, о чем они говорят. То, что сейчас я Доренко слушаю, сейчас его уже нету в живых. Просто, ну, конченый мерзавец. Вот эти Доренки, это такие же, как и Рушайлы. Он тут такие вещи говорит, там, он просто жаждет чеченской крови, да. Рушайло в этом смысле более сдержанно себя ведет. Ну вот, давайте посмотрим, что скажет здесь Рушайло. Это просто его оценка бандитов. Если даже они перекрасятся и станут там чернокожей женщиной в результате множества операций, вы можете... Это он говорит про чеченских бойцов, которых он называет террористами, там, похитителями людей там, и так далее. И все сводится к тому, сидит перед ним человек, который непосредственно задержал, его ведомство задержало 2 ФСБшников, потом отпустили, весь мир об этом знает, с наглой рожей сидит вот этот Доренко, и ему рассказывают про взрывы домов, что вот там, а как и так, и тот тоже отвечает. Ну, посмотрите, что он говорит. Сказать, что даже в этом случае вы найдете их даже в Антарктиде. Я имею в виду, если такое политическое решение. Я могу сказать только одно. Наше видение и те требования, которые предъявляются к нам со стороны исполняющего обязанности президента. Мы всех достанем и ко всем примем меры в соответствии с нашим законом. Те, кто будет оказывать сопротивление, будут просто уничтожены. Полицейский режим в Чечне, режим, который, на мой взгляд, дает сбои, в тех местах, которые прошли без жестких зачисток. Именно в тех местах, которые прошли без боев, где жители сказали, что они верны федеральной власти, не будут сопротивляться, именно в этих местах, я подозреваю, находятся тайники, именно в этих местах концентрируются боевики, именно из этих подозревает, такой он провидец. Именно эти места просят, вопиют о жесткой зачистке сегодня. Жесткой зачисткой. Ему мало то, что они творят. Я разделяю вашу точку зрения о том, что меры при вхождении в населенные пункты должны быть жесткие. Незаконно хранящееся оружие должно быть изъято, так же как и боеприпасы и взрывчатые вещества. Но я, к сожалению, констатирую, что даже после зачисток в населенных пунктах появляется и оружие, и боеприпасы, поскольку запретить передвижение граждан по Чеченской Республике нельзя, да это невозможно. То есть люди приходят, уходят, это мирные жители, и с собой они, конечно, приносят разные вещи. Но время от времени повторять меры контроля? Безусловно. Мы повторяем
систематические меры контроля. Более того, значит, даже проведя одну зачистку, спустя несколько часов в этом населенном пункте иногда может быть проведена повторная зачистка. Я хочу сказать о другом, что у бандитов нет никаких норм ни морали, ни совести. Вот они часто говорят о религии. Так мне кажется, религиозные устои тоже под большим вопросом, поскольку мы столкнулись неоднократно. Ну, представьте, человек, который непосредственно своих граждан, своих русских взрывал, который покрывал это все, который не расследовал. И он тут рассказывает про какие-то религиозные, какие-то нравственные, моральные качества людей. Это самый грязный преступник, который вообще живет на земле на сегодняшний день. Наравне с Путиным, там, с Дугиным там, и другими мерзавцами. С фактами, когда оружие прячется в могилах и в гробах. Смотрите, как они нас представляют, что вот такое впечатление, что мы массово все прячем оружие в могилах там, и так далее. И был ли такой случай или нет, я не знаю, возможно и был. Но смотрите, как они это рассказывают. Вот какие-то там вообще плохие люди, эти чеченцы. Из могил была извлечена зенитная установка, неоднократные случаи в местах захоронений. Но это при наличии естественной информации. Мы из гробов изымаем оружие и боеприпасы. Один такой момент для тех, кто не в курсе. Чеченцев не хоронят в гробах. Ну, русскому соврать, что высморкаться. Вы сами понимаете, что перерыть все кладбища и вскрыть все гробы, это просто, так сказать, невозможно. Все гробы скрывают. По религиозным мотивам это нельзя делать. Но тем не менее, вот так они себя ведут. Бандиты, они и есть бандиты. Для них нет правил поведения, нет законов. А мы живем в законодательном пространстве. Я надеюсь, что время от времени вы сможете информировать наших зрителей. Бандиты они и есть бандиты. Путин у него бешеный пес, бешеная собака. Это и есть бандиты. Так что давайте сейчас перейдем к вашим вопросам. И обсудим эту и другие еще темы. Так. Пойдемте дальше. Так, Фриман антипутинизм. Русская история до Петра Великого одна панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело. Федор Иванович Тютчев. Да, совершенно верно. Я слышал это, читал его это выражение. И, да, совершенно точно. Тютчев об этом сказал. Русский народ близок к национальному самоубийству, попытки сохранить империю вместо построения национального правового государства, что может привести к катастрофе этого народа. Фриман антипутинист. Спросите вы у матерей, надевших форму на детей, и у ракеты сатаны, хотят ли русские войны. Так, Вильпесен культа. Доренко ставил свою мину в лице асфальта. Да, Доренко уже нет. Так, Викторий В. Знание Маршо. Абсолютно с тобой согласен. Так, чеченский след, рязанский сахар. В целом ситуация с признанием геноцида над чеченцами выглядит абсурдно. Нагло и бессовестно смотреть на факты преступлений и пожимать плечами долго не получится. Коррупция скоро закончится. Да, мула. Сергей Харьковский. Чеченцы, грузины, украинцы, знаете, пока будет существовать Россия, нам жизни не будет. Кто согласен, ставите плюс. Серега, абсолютно с вами согласен. И от меня плюс. Павел Петров. А кто такой русский народ? И был ли такой? Был имперский, советский, теперь федеральный. Покажите мне на карте Русскую Республику. Да. Так. Олег Гревин. Вітаю вас, вітаю громада, вітаю ключики. Вітаю, Олег. Так. Как найти? В детстве я удивлялся, почему Аллах говорит, что будут жестоко наказаны некоторые люди. Так вот, я счастлив тем, что будет судный день и желаю его хоть сейчас. Так, Меделина. Эти подонки говорят о морали и совести, рвотные порошки. Адам Грузинский. Был Аслан, но совершенно другой случай. Бывший мэр Аргуна делал такие схроны и сдавал их в ФСБ для подотчетности.
Да? Ну, наверное, не в гробах он, не в гробах он хранил, по крайней мере. Так, Евгений. Разрушайло тот еще гусь, руки по локоть в крови. Да, абсолютно верно, Евгений. Была такая организация, РУБОП, да, называлась. Вот этот РУБОП, ну, про него такие слухи ходили, что они там людей, ну, все делали, ну, чистый бандитизм. Над женщинами там убивали, там под Москвой увозили, закапывали. Много чего вытворяли. Да-да-да. Это такой матерый убийца. Олег Гревин, слава Вільної Ічкерії. Героям слава, Олег, дякую. Тор, привет, Асан. Смотрел интервью Соловья, где он говорил, что Путлер готовит нападение на страны Балтии, то есть готовится война с НАТО. Что ты думаешь об этом? Привет, Тор. Я абсолютно уверен, что Путин никогда в жизни не посмеет напасть на страны НАТО. И все это такая операция прикрытия для такой более пущей важности. Конечно, большая вероятность, что будет крупномасштабное вторжение в Украину, но она становится, вот эта вероятность, все меньше и меньше, чем больше Америка помогает Украине. Это раз. Во-вторых, да, может быть, на Белоруссию пойти, потому что там начать волнение, там своя агентура. Знаете, что было с украинцами, да, что вот было с белорусами, что с казахами, да, дружили с этими людьми и запускали. Та же Украина, которая у себя Черноморский флот разрешила, или как он там у них называется, который в Крыму стоял, продлили с ними договор там аренды и так далее. И они занимались захватом, да, непосредственно вот оттуда, да, исходила вот эта вся угроза оккупации. Ну, сама оккупация происходила. Так вот, то же самое произошло с белорусами. У них везде агентура, наверное, путинская сидит. У них деньги есть. И как бы они всегда были старшими братьями. И что у украинцев они были старшими братьями. И вот захватить Беларусь, там, Казахстан, об этом Соловей тоже говорит, ну, не составит особого труда. Но то, что на страны Балтии нападут, я в этом очень сильно сомневаюсь. Никогда в жизни у него ботекс потечет, чем он посмеет напасть. Путин делает то, что ему разрешают делать. То, что ему делают. С ним нужно говорить жестко. С ним нужно четко, ясно дать понять. Слышь ты, альфа-пес, сиди на месте. Да, давай, мы тебя не трогаем, сиди ровно. И вот такого плана. Только такой язык он понимает. Надо морально, психологически его задавить просто. Никаких разговоров. Я очень огорчен тем, что Трамп сейчас с ним как-то пытается там пригласить его на G7, там еще что-то, еще как-то. С этим человеком вообще нельзя разговаривать. Вообще с Россией нельзя разговаривать. Должна быть целенаправленная программа по уничтожению России, по расчленению России. Нужно создавать той же Америке, той же Украине, которая ничего не делает, которая, я уже могу теперь сказать, при Порошенке, которого я тоже не очень хорошо, хотя я всегда пытался не лезть в украинскую политику, но Порошенко сделал Томос украинский, церковь отсоединил. Что он еще сделал? Ну вот этот Томас его можно было просто ему много чего простить. Я не знаю, почему он это сделал, но это был очень верный шаг. Это был стопроцентный шаг на суверенитет Украины. Может, там вокруг люди его заставили, может быть, ну, из патриотов там его там склонили к этому. Может, еще по какой-то причине. Но это был просто шикарный ход. Если бы не было этого хода, сейчас воцарение Путина было бы, ну, в религиозном смысле оформлено очень круто. Сейчас Порошенко его этого лишил, этой возможности. Да, еще Евросоюзу без виз он добился. Тоже мотался, много чего делал. Ну, неплохо. Но, конечно, олигарху, человеку, который заработал миллиарды, никакой веры у меня, в принципе, нет и быть не может. Да? Ну, у каждого свое мнение, каждый может там считать и относиться к нему как угодно. Зеленский пока и этого не сделал.
Хотя нужно создавать центры там на Дальнем Востоке, Татарстан, ну, например, есть татары, которые вот там, Кашапов есть такой, он сейчас проживает в Лондоне. Татарстан татары это второй по численности народ в Российской Федерации. Они давно хотят отсоединиться, создать свою какую-то там, ну даже если не независимую, хотя и независимую тоже они хотят страну. Тот же Кавказ, например. Кавказ вообще полностью это вообще чужеродное там тело, находящееся в России. Чеченская республика Ичкерия это абсолютно оккупированная, стопроцентно. Мы можем это юридически доказать любому человеку, тому же Гарри Табаху, который как военный, да, он в начале еще своего ролика, вот есть он с Татьяной Рубцовой интервью, он говорит, что Чечня там и так далее, говорит, что Чечня это часть России, повторяет всю вот эту московскую пропаганду. Но он в начале ролика говорил, что он не особо разбирается во всем этом, поэтому можно понять и винить не Гарри Табаха, да, хотя мне это очень неприятно было от него услышать, такие оценки, а винить нас, которые не доносим свою позицию, да, в том числе не доносим. Поэтому нам нужно всячески работать на то, вот сейчас тут мне скажешь, пока Россия не перестанет существовать, ни Украина, ни Грузия, ни Чеченская республика, Ичкерия, ни кто-либо другой не будет жить спокойно. И это не потому, что вот я так как запугиваю, нет. Россия всегда грабит эту страну. Вот эта власть, которая находится в верхушке, она грабит эту страну. Соответственно, много есть полезных ископаемых, и все, кто идет во власть в России, они идут с целью грабить. И для того, чтобы грабить, надо народу-то что-то давать, а если дать награбленное им раздать, то тебе ничего не остается. Соответственно, им надо что-то дать. Русский народ болен русизмом, как это его называл Дудаев, империализмом. Они считают себя великими, даже бич, который лежит под забором в собственной луже, он считает, что он великий какой-то там и так далее. Так вот, они дают им вот такие вот эти косточки. Вот Крым они захватили. Ну, позорище просто. Он и так был русским. Практически он был русским. Там руководство все русские были. Флот их не стоял. Та же Чеченская республика Ичкерия. Столько людей убили. Столько денег туда вбухали. Но вбухали они российских денег. Они еще грабили. Да, война это всегда деньги. Поэтому они всегда будут воевать. Всегда, пока этот режим, как гитлеровский режим, не будет осужден, они будут продолжать заниматься оккупацией, убийствами, террористическими актами. Это сущность этого режима. Это не Путин начал сегодня, вчера. Это КГБ делало. Они убивали десятки миллионов. Они убили за период своего правления НКВД, КГБ, СМЕРШ. Всегда они убивали людей. Все время их система строится на уничтожении людей, подавлении населения, людей, общества. Поэтому по-другому они не умеют управлять. Все, что они сейчас делают, это то же самое, что делалось в советское время. Потому что те же учебники, те же учебные заведения, те же книги, те же способы, методы управления людьми. Поэтому нужно уничтожать Россию. Фашистскую Россию нужно расформировать, реорганизовать, распустить, изменить ее, дать свободу людям. Для этого нужно в каждом регионе создавать отделы, центры, где будет собираться люди, помогать всем, кто хочет отсоединиться. Всячески помогать. Кровно заинтересованы должны быть. Если начнется внутри России, когда люди начнут отделяться, как когда-то 20 лет мы оттягивали и дали там вырастить Украине, другим свободное новое поколение, там, новое там, до 25 лет,
отдыхали, можно сказать, да, даже помогали нас убивать. В той же Украине, в той же Грузии выдавали наших бойцов. Надо понимать, что если внутри будут вот эти процессы, Украина вздохнет, Грузия вздохнет и другие. Но я не вижу этого. Я не вижу. Ни от американцев я этого не вижу. И не, ну, американцы, ладно, украинцы, это есть Украина свободная или нет? Вы в этом кровно заинтересованы. Теперь вы в нашем положении, как мы когда-то находились, сейчас вы в этом положении находитесь. Если вы сделаете неправильно что-то, вы окажетесь в теперешнем нашем положении. И ваше правительство будет находиться за рубежом, ваше свободное правительство, ваше там легитимное правительство. И вам посадят какого-нибудь там Захарченко какого-нибудь в коллаборанта посадят, и он будет вашим Кадыровым, который будет отсылать украинцев воевать на новые войны. И опять будут гибнуть. Если вы думаете, что если мы сдадимся России, они нас не будут... Ничего подобного. Если вы будете, как сейчас чеченцев отправляют в Сирию, отправляют там, куда их там, в Украину воевать, еще куда-нибудь отправляют, куда мы, может быть, не знаем. Поэтому надо вот всячески работать на то, чтобы Россия перестала существовать. Другого выбора у нас нет. Так, Сергей Харьковский. Вам не кажется, что Европа сейчас такая же, как в 1939-м, что прощает России все преступления и ничего не делает? Они лишь обеспокоены или очень обеспокоены. Да, они выражают озабоченность. Они очень озабочены. Да, мне так кажется, абсолютно согласен. Так мне кажется, так было, так продолжается. И если бы не жесткая позиция Соединенных Штатов по Северному потоку-2, то дела у Украины были бы еще хуже. Потому что как только пойдет нефть в обход Украины, у Путина будут полностью развязаны руки. Будут капать денежки от европейцев, на которые он будет вести войну с Украиной. И Украине не будут поступать деньги для транзита. И самое главное, Путину не придется договора, которые у него заключены со многими европейскими странами на поставку газа. Как только он начинает боевые действия и поставка газа обрывается, сразу же многомиллиардные иски появляются против России от разных стран, которым придется закупать нефть в другом месте, там проблемы будут происходить, там многомиллиардные, просто десятки миллиардов просто надо будет выплачивать. Поэтому он пытался сделать этот Северный поток-2 через дно Балтийского моря. Но благодаря американцам этим планом не суждено было пока сбыться. Я надеюсь, очень надеюсь и практически уверен, что они не сбудутся. Не сбудутся. И вообще украинцам нужно, я не знаю, памятник американцам поставить. Так, давайте дальше. Павел Петров, Лев Толстой о России. Царствовать, управлять народом нельзя без того, чтобы не развращать, не одурять народ и не развращать, и не одурять его тем в большей степени, чем несовершенный образ правления. Срочно нужна война для рейтинга, говорит Маждада, для Путина имеется в виду. Да. Салам алейкум, говорит Фауд Ахмедов. Считаю, Рашка во всех республиках бывшего СССР совершала геноцид. Да, абсолютно верно. Ну, практически во всех он точно совершал. Может быть, какая-то спаслась, хотя сомневаюсь. Так, давайте я перемотаю ваше сообщение, чтобы перейти. Так, Адам Грузинский. Всем чеченцам создавайте каналы на YouTube, Facebook, Instagram. Доносите правду, какой она есть. Создавайте канал, подобный украинцу-миротворцу, где будут говорить о выездах сотрудников с Чечении. Так, это ты уже тут повторял это все. Так, Леонид Гаврилов. Какая же это быдлятина, все эти Рушела и прочие. Да.
Так, Адам Грузинец, говорите о тех сотрудниках, которые убивали бойцов армии под поле Черии. Владимир Рабинович, салам, витаю, шалом всем. Витаю, Владимир, приветствую. Тор, один Эрдоган понял, как с Путиным надо говорить. Да, и Майк Помпео понял. Да, американцы поняли. Американцы поняли, и раньше, чем Эрдоган, американцы уничтожили от 200 до 300 голов вот этих русских террористов, которые там были. Кстати, там были русские террористы из чеченоговорящих тоже говорили, что тогда погибли. Чеченский след, рязанский сахар, говорит. Лубянский преступник добрался до трона. Народ империи кровавой вас держит за лохов. Ваш легитимный президент в нелегитимной стране России обычный криминальщик. Горе чеченский. Ассаламу алейкум, ваш асан. Аллах рейс хуйлон. Ва алейкум салам, горец машвой. Масана хилван. Аллах рейс. Так. Осколе, брат ночи, салам из казахских степей. Салам, казахские степи, салам, Казахстан. Так. Джингон напоминает еще раз, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Чеченский след, рязанский сахар. Россияне, вашим детям будет стыдно, что на налоги их родители убивали чеченцев. Будет ли? Будет ли им стыдно? Потому что этим, которые сейчас нас убивают, их родители тоже убивали раньше. И украинцев, и всех подряд. Так, Амин Мамедов, ассаламу алейкум. Как ты думаешь, в Норд-Осте виновны Путлер и ФСБ? Я думаю, что да. Ва алейкум салам, Амин. Да, конечно, я об этом делал ролик, у меня на канале об этом есть. Вы можете в плейлист найти, там Норд-Ост есть, чтобы не искать на всем канале. Там можете посмотреть. Да, конечно, это была провокация ФСБ, заранее подготовлена. Среди участников захвата Норд-Оста были люди, которые сидели в тюрьмах, их тюрем освобождали, в том числе женщин, которые там присутствовали. Они заранее были подготовлены для того, чтобы их убить. Вот эта вторая русско-чеченская война, это было просто откровенное уничтожение народа. Причем самым изощренным и жестоким способом. И никогда мы этого не простим русским. Никогда. Никогда в своей жизни мы не простим ни Путину, ни этому Рушайло, ни Патрушеву. У Патрушева 2 сына, у Путина 2 сына и 2 дочки. И эти все ваши деньги, которые заработали, это чеченские деньги. Вы заработали их на чеченской крови. И вашим детям и внукам придется их возвращать. Конечно, уголовно преследовать мы не будем ваших детей, как вы убиваете и преследуете наших. Потому что мы строим правовое государство, в отличие от вас. Но то, что ваши дети и внуки будут пользоваться этими деньгами, тот же Ходорковский, который в первую войну через банк Минотеп качал, тот же Кох, который здесь в Германии проживает, а-ля оппозиция там Путину, тот же недавно умерший тут в Германии Лужков, ну и так далее, и так далее. Со всеми этими миллиардами. Не знаю, насколько непосредственно нажился на Чечне Лужков, потому что в Москве там денег немерено. Но то, что он был соучастником геноцида, помогал нас, гонения, репрессии против чеченцев, это факт. И сейчас он перед Богом отвечает за свои преступления. Ну а так мы будем требовать от России и от этих разных олигархов вернуть нам наши средства. Всем нашим русским тоже, гражданам нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия, наши русские тоже имеют такое же право на восстановление, которое они понесли. У кого родственники погибли, очень много погибло, разрушенное жилье и так далее, и так далее. Нам будут выплачивать. Да, мула. Ну, пока мы речь ведем о привлечении к ответственности военных преступников, военной политической силы России. Так, давайте дальше. Евгений, по сути,
этого режима, они должны на кого-то пойти. Далеко ходить сейчас с деньгами туго. Значит, скорее всего, навалятся на кого-то из соседей или найдут врага внутри. Но насильно никогда не пойдут. Да, Евгений, абсолютно верно. Вот то, что внутри. Для того, чтобы сейчас это изменение будет, и для завершения этого режима, да, для завершения, для устаканивания вот этого нового порядка, нового режима, нового строя в России, нужна кровь. Это такой фундамент. Но во все времена это было. Это не изобретение Путина или КГБ, это во все времена было. И для этого нужно будет подвергнуть русских, россиян, всех, кто все попадут под эти жернова, массовым репрессиям. Они уже определены. Главный определитель — это Навальный, который определяет этих людей. Будут защищать вот этот круг навальнят. Вот этих всех будут защищать. И надо понимать, что вот эти люди появляются не просто так. Навальный сейчас находится. Вот этих людей будут сажать, убивать, репрессировать. И появятся новые люди, новые такие эти комиссары, да, как большевистские комиссары, которые будут с радостью выполнять приказ престарелого Путина, и они будут репрессировать как врагов, это все было, это было в русской истории, как врагов, как предателей, шпионов, американских наймитов там, и так далее, и так далее. И этих людей будут сажать, убивать, расстрелять. И после вот этих массовых репрессий, вот тогда этот строй уже забетонируется, успокоится, и они начнут дальше жить. Потому что волна страха, новая волна страха и жертвоприношения своему богу сатане, они должны будут сделать, и ожидается вот именно даже не столько в Украине, там, в Казахстане, Беларуси, хотя это тоже не исключено, такая же вероятность, что внутри России они начнут сейчас мочить своих же. О чем мы предупреждали русских? Что так будет? Так, Павел Петров. В истории нет и не было ни одного примера, чтобы после братской помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего. Абсолютно с тобой согласен. С вами согласен, Павел. Файтер Израиль. Аслан, не просто американцы заблокировали газопровод, а Дональд Трамп, не знаю, как украинцы памятник ему поставят или нет, но в Израиле в честь Трампа назвали населенный пункт. Ну да, конечно. У Трампа, когда он пришел к власти, он сделал акцент на ставку на евреев, на американских евреев, ну и, конечно же, на Израиль. И надо признать, для Израиля Трамп себя ведет просто отлично. Да? У него, по-моему, дочь замужем за еврея. И в этом плане он породнился с евреями. И как бы в этом плане у евреев, именно у израильтян, да, претензий к Трампу быть не может, в принципе. Поэтому, да, и то, что с посольством, да, в Иерусалиме, которое там часть города, там, или не помню все эти подробности, ну, тоже там удружил он для Израиля. Ну, и да, и ты прав, Файтер, что газопровод уничтожил, запретил Дональд Трамп. Потому что когда Дональд прилетел в Германию, они там встречались, и он так мимоходом так сказал: Северный поток не должен быть, Меркель. Я еще тогда сказал: все, больше не будет Северного потока, все. Поэтому, да, этого Трампа еще понять бы, что это за тип. Такой типок, конечно, интересный. Так. Аслан, в будущем китайцы угрожает опасность нам. Я не думаю, Аслан, ложь, что нам китайцы будут угрожать в какой-то степени. Не думаю. По крайней мере, в ближайшем будущем нам не до китайцев. Так, Адам Грузинский, 716, это я уже читал. Планета Земля, им стыдно не будет, они ради служить режиму за подачки. Да.
Чинхуа. Люди, которые голосовали за воров, неудачников и военных преступников, не являются их жертвами. Они соучастники всех преступлений, которые совершили Лилипутин и его окружение. Так, давайте дальше перемотаю. Чеченский след напоминает по поводу Ходорковского, фашиста Ходорковского, русиста, по которому плачет Гаага. Напоминает, Кредитбанк вместе с Минотепом сажали 4,5 миллиарда рублей в 1995 году. Вот тебе здрасте. Адам Грузинский, лайк тебе, йоу, говорит. Так, Ган Шёдер, Европа и другим странам надо перестать оплачивать террористические срусню. Да, точно. Вильпес Ингульта, мне кажется, Пынька подкопы будет делать в Беларуси. Виктория. Хотелки уже не пройдут, не те времена, говорит. Да. Так, Чечня не Россия. У Путина в Европе и на Западе есть очень много политических проституток. Владимир Рабинович, футболка супер, говорит, это сам. Да, спасибо, Владимир. Русские, Руслан Абудов, русские также убивали албанцев, боснийцев, так же, как и сербы проливали кровь в бывшей Югославии. Да? Так, я опять перемотаю, друзья. Так. Адам Грузинский, так, это не мне. Китайцы не хуже русских в плане агрессии. Так, Викторий В. Аслан, ты наше грозное оружие против этих террористов. Бислам Билта, ассаламу алейкум всем. Ва алейкум салам, Бислам. Адам Грузинский, Вильпус, так, белорусский партизан ставит своей воинственностью. Так, Тор, Трамп бизнесмен и рассуждает как бизнесмен. Он просто избавился от конкурента, Северный поток-2. Да, совершенно верно. Это тоже правда. Так, что я вам еще хотел показать? Так, задавайте вопросы. Так, чеченский след, азиатский сахар. Аслан, я перепутал 4,5 триллионов недоминированных рублей. Точно. Да, я тоже подумал, ты когда сказал 4,5 миллиарда, я подумал, тогда же вот эти были, деноминация происходила и так далее. Да, триллионов. Ну, неплохо так, Ходор. Ну, конечно, тогда с оружием в руках люди за меньше идут. Ходорковский, если ты меня слышишь, люди за меньше идут, там, за 10 тысяч долларов люди убивают людей. У вас там в России, ну, за 4,5 триллиона рублей, я думаю, ты пошел бы с оружием в руках. Ты, видимо, тогда помнишь, да, Ходор, что неплохо погрел руку на этом. И, видимо, ты вспоминаешь, ах, надо еще раз пойти туда. Хорошие воспоминания у тебя остались. Дай Бог, у тебя эти воспоминания и чеченская кровь выйдет тебе боком. Дай Бог. Так, потом разбомбили банк со своей документацией, говорит, на чеченский след. Вильпес Инкульта. Аслан, митинги планируются? Да, планируются. Сейчас Сайдамин занят этой ситуацией в Дижоне, то, что во Франции произошло, вот эти события. И обязательно митинги планируются. И еще у нас тут есть кое-какие обсуждения по этому поводу. И тоже я хотел бы обратиться к вам всем, тоже распространяйте эту информацию, привлекайте внимание к этой информации. Есть такие сейчас уже обсуждения, чтобы мы все чеченцы в какой-нибудь из стране собрались, все разных взглядов, религиозных, политических, других убеждений, все вместе собрались и поставили жирную большую точку вот на наших разногласиях. Большой такой съезд, Всемирный чеченский съезд, да, должен произойти в ближайшее время, не знаю точно, сейчас это пока в стадии обсуждения. Мы должны будем все собраться и
наконец-то положить этому конец. Я разговаривал с нашими воинами, которые в Первую войну, Вторую войну воевали. Они говорят, в Первую войну было воевать одно удовольствие. Потому что все друг другу доверяли, все друг друга уважали, любили, были едины. А после этого, когда уже разные вот эти, на религиозной почве над нами провели много работы, завербовали много агентуры, у нас пошли разногласия, и ими Тейлор отвернулась от нас Божья помощь, Божья благодать, отвернулась. И до тех Путин, кадыровский режим, валлахи, до тех пор он сейчас сохраняется, пока мы разъединены. Пока мы разъединены, они сохраняются. Как только мы объединимся, никаких шансов у них нет. Мы сильнее, чем мы были. Мы сильнее, чем во время Дудаева, когда мы выиграли эту первую русско-чеченскую войну. Мы сильнее, когда были, еще сильнее, намного сильнее, чем вступали во вторую русско-чеченскую войну. Потому что мы в первую вступали более сильные, потому что у нас был в первую очередь интеллектуальный потенциал. Во вторую войну у нас уже очень мало осталось этого интеллектуального потенциала. Сейчас же у нас новый потенциал. Я всегда об этом говорю, всем говорю. Если бы мы, чеченцы, осознали бы, насколько сильный у нас сейчас потенциал, здесь бы просто ситуация в корне изменилась бы. У нас все супер просто, все отлично. Есть моменты, нюансы, там, то, все. Но то, что сейчас эта махина развернулась и все идет в нашу пользу, в этом нет ни малейшего сомнения. И потенциал, и даже в России у нас есть, здесь европейский потенциал. У нас обзавелись связями, обзавелись супер, абсолютно верно, Викторе, знание Машу, обзавелись связями, дружбой, огромное количество здесь. И в России тоже. У нас в России живет много чеченцев, которые получили образование, которые работают, которые очень грамотны. В самой Чеченской Республике Ичкерия тоже есть огромный потенциал. И когда это будет меняться, это вот так, одним щелчком пальца это произойдет. У нас все просто великолепно. Дэл мула. Просто нам нужно объединиться. Объединиться нам нужно под одним руководством. Про Дудаева говорили разные вещи. Про Масхадова говорили. И все эти люди, которые говорили, они живы до сих пор, а Масхадов уже мертв. Дудаев уже мертв. И то же самое сейчас происходит. Вот идет целенаправленная работа против Закаева. И люди просто не основываются на борьбе против русских. Я по себе сужу. Я, например, начал заниматься, разбираться этим всем. У меня не было цели там кого-то любить или кого-то не любить. Там что-то, да, я тоже был подвержен пропаганде. Но моя задача освобождение Родины, привлечение к ответственности военных преступников. И я исхожу из этого. Все, вот это самое главное. И если так двигаться, то все. Не там я, свой эго, там какие-то там финансовые, еще какие-то интересы. Финансовых пока здесь интересов нет, но есть только там явно предатель и там получает от предателей деньги. Поэтому нам нужно полностью объединиться. Митинги обязательно по поводу того, что Сайдамин делает, мы будем их проводить. Мы вместе это делаем. Я и также являюсь членом этой организации «Мир и права человека». Также я являюсь учеником, Сайдамин меня называет постоянно, это мой ученик, представляет меня учеником Сайдамина Ибрагимова. Мы ведем работу, готовимся, но сейчас Сайдамин по непредвиденным этим обстоятельствам сейчас занимается вот этим вопросом. Вот начнем, вот сейчас уладится кое-какие моменты, и мы обязательно начнем. Саши Куяц, и присоединяйтесь все, русские, украинцы, армяне, грузины, все люди доброй воли, присоединяйтесь, поддерживайте нас. Мы вам очень будем рады, очень.
Вильпес Культа, очень позитивные новости от тебя, Астам. Признаюсь, всю неделю ходил угрюмый, но после твоих слов о съезде, как камень в сердце. Да, Вильпес, работа ведется, да. Давайте исходить из того, что наши возможности ограничены. Каждый по себе посмотрите. Мы все находимся тут, у нас в финансовом плане, интеллектуальном плане, ну, недостаточно. Вот в таком положении находится все наше правительство, весь наш народ практически. Все, вот мы в таком положении находимся. Поэтому надо исходить с пониманием, что мы можем, что в наших силах, что нет. И вот эта работа по собранию всех в одной стране, в одном месте, и где мы будем кушать, разговаривать, обсуждать и обязательно объединиться. Под командованием нашего Ахмеда Закаева мы должны объединиться и идти стройным шагом четко к нашей независимости. Наше время заканчивается. Я прочитаю последний комментарий. Израиль Файтер. Ахмед Закаев сильный политик и великий сын своего народа. Уважаю таких людей, как Закаев, Арцуев. Чеченцы, объединяйтесь, только вместе вы сила. Спасибо большое, Файтер Израиль. Спасибо большое за понимание, за поддержку. И нас много евреев поддерживали в первую войну, во вторую войну. Благодаря пропаганде мы многих потеряли своих друзей, своих сторонников, как на Западе, так и среди евреев, и в Америке. Потеряли, но возвращайтесь, вы нам нужны, вместе мы сила. И как обычно, все будет Ичкерия. Всего хорошего. Следующий стрим будет в понедельник, иншаллах. Всего хорошего. Ассаламу алейкум.